выходной день и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров с очередной рабочей поездкой в Учелинском районе. Учелинский район – уникальная местность. Его называют сердцем Евразии. По реке Урал проходит граница между Европой и Азией. Известен еще один факт мирового уровня. Здесь находится яшмовый пояс Урала. Здесь, в Учелах, много объектов социальной направленности. Один из них – Учелинская центральная городская больница. Туда в рамках рабочей поездки и отправляется Ради Хабиров. Мы пересмотрели всю логистику данного подразделения, отошли от приемных покоев, мы создали приемные отделения диагностическим оборудованием и кабинетами. Перепланировали помещение с нашей возможностью, без привлечения каких-то средств, сделали разделение потоков, кабинетов. Этот вход у нас работает с 8 до 7 часов дня. Заходя непосредственно в подразделение, они видят по условным обозначениям экстренные пациенты красные, доставленные скорой медицинской помощи это желтые, и плановую больную госпитализацию обследуют диагностических кабинетов. Это вот с этой двери как раз идет. Здесь у нас экстренный план. Вот как раз наша скорая медицинская помощь достает через эту дверь. А здесь поехали? Нет, ребенка привезли. Доставили? А что случилось? Температура, да? Техника у вас какая? Новая, да? Это новое, мы переоснащились в прошлом году. Здравствуйте. Ну как работает? Нормально? Вы сколько получили карет? Мы получили 4 УАЗика и получили непосредственно еще 2 газели скорой медицинской помощи, газели Next и 2 еще Соболя. Мы не стали здесь на себя, как город, центральная городская больница, перетягивать все оборудование на себя. Мы переоснастили всю бригады, которые находятся в районе. У нас это работает 3 подстанции в районе, и мы первым делом пошли все это оборудование, вот это, именно УАЗики повышенной проходимости, сначала по классу Б, отдали в район, а потом начали уже переоснащаться город. Непосредственно мы получили еще помимо этого передвижный мобильный ФАП, который ежедневно у нас выходит в район. Да. Техника, то есть нормальная или вам еще нужно? Нам нужен маммограф. Для 71 тысяч населения и именно женского населения у нас самая первая проблематика – это рак молочной железы. Вы знаете, еще мы совместно с главврачом объездили все ФАПы. ФАПы в не очень хорошем состоянии. Программу мы поэтапно сделаем, наверное, на 2-3 года. Если ФАП относится к зданию муниципалитета, я в течение 2-3 лет потихоньку все их приведу в порядок, исходя из численности. Вот вместе собрались. Раньше, вы же помните, с вас и не спрашивали за ФАПы. Не ваши, казалось бы, полномочия, но мы же договорились, это ваши полномочия, будем придумывать варианты, как это делать. В течение в этом году постараемся 2 ФАПа сделать и потихоньку также пойдем в дальнейшем. В следующем году начнем, у нас 2 вертолета впереди, тоже будет, имейте в виду. То есть, на площадку нужна вертолет. Да, я знаю, мы в этом году должны 8 площадок сделаем. Это а в следующем году уже начнут поступать вертолеты. Не обижают? Всякое бывает. Да, всякое. Но мы договорились, я не знаю, во-первых, мы с МВД сейчас регламент выстраиваем, чтобы ваш звонок был в первую очередь, если вы где-то там... Вы были же на здравчасти, да, помните, когда мы по врачам скорой помощи говорили? И вообще хотел вас поблагодарить. У вас одна из самых тяжелых работ. А вы скажите, вот я гадал, за первый квартал 2019 года вы увеличили, уменьшили или как у вас количество врачей? 3 ушло, 6 пришло. То есть увеличение. Динамика есть. Вы помните, да, я вам говорил, каждого главу до конца года динамика постоянно вверх. Самый частый мой гость, я самый частый гость больницы пока. Ради Фаридович, один момент только. С учетом того, что вы детство затронули, у нас в здании поликлиники совмещено взрослые, это базовая взрослая поликлиника по стандарту. Но там находится детская поликлиника, она урезает площади взрослой поликлиники. И там, и здесь. Мы уже не можем не развиться. Поддержите нас просто в включении программы модульной детской строительной поликлиники. Скажите ему, вот пусть он обсудит все эти вопросы, у него будут вопросы, все вопросы, по ним не обложат. Вот я после праздника понял. Мы вместе встретимся и переговорим. Все, спасибо, Ради Фаридович. Хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания.
Ради Хабиров отправился к домам номер 5 и 5А по улице Кирова в Учелах проверить, как реализуется региональная программа комплексного благоустройства территорий «Башкирские дворики». Реализация комфортной городской среды в прежние годы, 17-18 годы, успешно реализованный. Сметная стоимость объекта в целом была 3,5 миллиона рублей, расширение, обустройство. Да. Здравствуйте. 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 Жители 4 многоквартирных домов принимали участие в реализации. Как настроение у вас? Весна, хорошо, чисто. Город-то я вот езжу, порадовал, чистый, ухоженный такой. Но сразу говорю, не к тому, что не будем вот помогать. И республика будет помогать, и много вопросов. Здесь что вы планируете делать? Это реализованный проект. Хотели показать то, что сделано на данный момент. А вот тротуар, что такое? Тротуар, там маленько были вопросы по финансам. Я думаю, что в ближайшее время... Михаил Юрьевич нам замечание сделал, мы это уже учтем. Он как приехал, сразу же первый раз к нам пришел. Освещение есть здесь, да? Освещение есть, было видеонаблюдение. А и детская площадка, мы же договорились, детские площадки, делайте мягкую Вот подошву. он нам замечание сделал, Киреев. Но это мы сделали в прошлом году все до этого. Переделывайте тогда вот здесь напыление. Это будет переделан, да. Я был в больнице, хотел вот запись к врачу, как у вас? Очень плохо. Это ждать надо долго. Вот глава пусть слушает. 2 недели, месяц, не попадешь Специалистам, да, по электронной очереди долго, все уже забито бывает. Вот это есть. Эндокринолог у нас нету. Все одному говорите. Вот смотрите, вот по анализу, я сейчас вот только был, мне сказали анализ. Какие виды анализа вы... А делать щитовик анализа, вы сказали в ноябре, придешь в ноябре, щитовидка талон такие вот положить. узкие, не анализы крови, а такие узкие направления. Щитовидка там же как-то... И еще УЗИ хотел месяц ждать тоже. Ждать надо. Вообще полгода надо ждать. Условно, не дай бог, ребенок заболел. Мне говорят, что день в день пришел, сразу примут. Нет. Количество врачей мы увеличим, количество врачей. Но и, к сожалению, все есть такие факты, когда и вроде врачи есть, а они на рабочих местах. И такое тоже бывает. Вот это поправим ситуацию. Так, теперь по анализам мне сказали, я сам смотрел, там база достаточная. Там кровь сдать, анализ мочи, крови. Они быстро делают. Да. Дальше по врачам, терапевтам сразу попасть можно. Вот не хватает, вот вы правильно, наверное, говорите, узких не хватает специалистов. Тут долго ждать, да? На все вопросы я вам сейчас не отвечу. Вот просто хотел узнать, что у нас недостатков нашей работы много, да? Эндокринологу. Почаще с людьми. В общем, у нас, по-моему, в городе самая большая проблема – это больница. А можно еще вопрос? Почему Беларусь перевели все? А почему пенсионный возраст добавить до 60 лет? До 60 лет я доживу или нет? Причем он? Насчет Белорецка, да. Вот смотрите, вот глава мне сейчас только дала. Это все уже случилось. Так? Это все случилось. Оптимизация прошла. 9 учреждений, которые перешли в Белорецк. Это был процесс в республике, давайте оптимизации. Я сейчас не буду вам обещать и давать слово, что что-то обратно вернем. Это неправильно будет. Мы сейчас внимательно посмотрим. Если какие-то были, скажем, неудачные решения, и вам тяжело, посмотрим. Но сразу говорю, первое. Значит, высокотехнологичная медицина, как была в Белорецке, так и будет. Мы Белорецк будем развивать, чтобы вы получали лучше. Здесь мы не сможем в 2 местах. Дальше, МФЦ у вас же нормально работает. Нормально работает, наладили работу, да? Что-то, говорят, одно время у вас шаталось, мы наладили. Дальше, значит, вот по социальной защите для бабушек, особенно если что-то есть, вот мы давайте подумаем. Принято, я готовлю документы. Именно по соцзащите. Руслан Геннадьевич, я вот точно что говорю, вот чего нам не хватает, и вам не хватает. Вы еще молодой глава, да? Вот лучше вот свой день распределяйте так. Вы людей слушайте почаще. Вот пусть приходят. Здесь я почему вот пришел вас спросить, как вы можете первичному врачу попасть. Вы многие говорите плохо историю. Будем исправлять, исправим. У нас в Учелах очень много вопросов возникает, и думаю, с вашим приходом они будут решаться. Я хочу сказать от имени всех учеленцев, мы очень рады вашему приезду. Большое спасибо, что вы к нам. Спасибо. Спасибо. Не болейте, И почаще к нам приезжайте в гости. Спасибо. Спасибо.
Радифович, жители с одной стороны настойчивы, с другой стороны они же по делу, по существу. Абсолютно, да, поэтому я же не специально, я сперва послушал врачей, а потом послушал людей, что на самом деле. Вот видите, не всегда все совпадает. Надо усиливать контрольные функции. Идем в подъезд. А вот дом образцового содержания 10-го, 7-го, 8-го. 10 лет он содержится в таком состоянии. Это вы ведете в самый хороший подъезд? Нет, подъезд, который 10 лет содержится в таком состоянии. А свет у вас включается? Конечно. Ну вот я так и предполагал, такие подъезды должны быть, да, может быть. Вот этот подъезд... Он уже немножко 10 понятно. лет, Ага. уже в таком состоянии. Освещение здесь энергосберегающее, нет? Да. Да. Ящики новые у вас, да? Да. И у вас здесь, соответственно, замок, да? Конечно, конечно. У нас даже здесь ветераны вывешены, как говорится, незабываемый полк. То есть мы по тому варианту здесь идем, если скорее... Я тоже сторонник. Вот, ну, дверь открывается, выходишь, какой-то грязный загаженный подъезд, и ты можешь тут же идите. Нет, здесь, слава богу, у нас сейчас это тепло в подъезде, хоть цветы Вообще, я вам растут, честно скажу, у меня вот, отношения у людей. я в Учелах был очень давно, более 10 лет назад, вот сейчас приехал, и я был причем в зимнее время, приехал, Учелы очень приятные люди, своей чистотой. Вы летом приезжаете, вы знаете, как у нас красиво? Спасибо, спасибо. Меняется график рабочей поездки Радия Хабирова в Учелинский район, и мы отправляемся в деревню Мулдакаево. Этот населенный пункт относится к Кильчегуловскому сельскому совету. Рафич, а куда мы? Мы в гости к моему другу вот идем, Ильдану Юрьевну, народному нашему артисту, к маме его, вернее. Да. Добро пожаловать. Это сестра старшая. Гайша Хажеевна. Алларгиз. Өзінде көрмедім деймін. Бұлар етіп берейім әлі. Юл жүргенде дұшмандардан хақ тапқаны алып ертөнейді. Мен бұлақ сол болар. Рахмет, рахмет. Бір қайды таштап кетме. Yok, ana üzümdeyim daha bulur. Ең біздің үйдің яны, ең біздің үйдің рухы. Ел президенті келді, ең құтларға. Радифович, вы изменили маршрут рабочей поездки, заехали в эту деревню. Ну, вот, да. Я же еще, помимо того, что большой начальник, я же еще живой человек. У меня есть мои друзья. Вот Вильдан Юрьевна, мы долгие годы вместе дружим. Я обещал заехать на юбилей его мамы. Ну, просто вот так решил немножко изменить программу. Ну, плюс я хотел посмотреть, вот маленькая деревенька, как живут здесь люди. Все равно интересно. А то обычно доезжаем до районного центра, а дальше не проезжаем. Пойдем смотреть дальше. Тогда кеттік. Сен бар. Вот вперед тогда. Едем в Мулдакаевскую среднюю школу. Ее построили в 1976 году. 2 года назад в здании обновили кровлю, а сейчас меняют окна и двери. Проблемы с кровлей были сделали. В этом году целиком решили окна доставить. Там какие предписания были. Вот в этом году плановые работы идут. Как раз на момент вот ремонта попали, видите? 1 сентября сдаете? Нет, до 1 сентября сделаем. Крыша страшно текла. В прошлом году вот этот кусочек сделали. Нормальное состояние привезли, потому что мягкую кровлю вообще потому решили шатровую сделать. Ну, такая текущая наша работа, которая ведется постоянно в этом году окна. Сам потому что знаю, самый отдаленный населенный пункт. И потому как-то всегда из внимания выпадает. Потому, когда еще первым зам был, давайте, говорю, вот эту сторону, говорю, побольше внимания уделим. Вы же на каникулах или должны? Нет. Алмағыр. Вилдан ағай оқыған мектепке рахмет деген. Айы. Спортзал, первый этаж, начальное звено. Первый этаждан башлап алып кетейік. Бүгінгі күнде қызғанысқа қарсы деп керек. Bir яқтан қуаныс, шул тиклем район көлемінен бізге ярдәм иттелер. Ремонт бара.
Окна заменили полностью, двери меняли. Шуны өзі бұл бүтін сахна бит, актовый зал. Мына Вильдан аға ерда бүткін сахна енді кетіп. Потому его не убирают. Нет. Полностью вот так вот я вас не смогу поднять, так как там вот как раз и идут. Ну, вопрос как раз попали в ремонт. Чем занимаемся? Детей сколько здесь? 128 детей. А вы полная школа, да? Полная школа, да. У вас получается, вот говорят, вот 5 деревень? Да, да. Ну, нормально, люди привыкли. 2 автобуса, да, уже привыкли. Мы уже 10 лет. Они приезжают, все довольны, Аллаху шукр. Результаты у нас неплохие. Мы школа спортивная, плюс музыканты. Так, еще, да, артисты. Учителя хватает, нет? да, весь комплект Весь полностью, комплект, да. Средний возраст 45-48. Куда идут ваши выпускники? Наши выпускники поступают в Московский авиационный институт. В Уфе, в БГУ в прошлом году из 9 учеников поступили 8 в вузы. А вот как московские вузы или другие заканчивают, возвращаются, нет? Ну, к сожалению, нет. Да, Нет. там остаются? Да, остаются. Вот. Да, самые лучшие Также наши моя ребята дочь в там Москве. остаются. Вот так вот, да. Да, ну это наш И деталь. да, никак не можем все Ну, уже контракт подписать. жизнь. Давайте вообще хвастаться. В Москву поступили. Да. А сейчас это уже не тренд. Это уже не тренд. Да, Ну, у нас же тоже, у нас проблема даже не в качестве образования. Люди, молодежь уезжает, ну, Москва, Питер, вот так вот уезжает. Но потихонечку собирать их будем. ну, знания позволяют, результаты позволяют. Вот они, Конечно, да, рвутся, да, молодежь. Как Ну, мы этого не хотели. Но дело в том, что в Москве не у всех получается, понимаете? Вот Да. точно говорю, не Да, у всех. да. Кто-то там себя не находит. Москва очень тяжелый город. Здесь все-таки проще, даже если он вернулся в деревню, оно уже как и дом построить можно, и как-то все равно среди своих. Но здесь, я так понимаю, получается, вы все чешете. Все. Нет, мы здесь нормально ведем плановую свою работу текущую. Да. Все, закончили. Нендей секцияларда бар? Волейбол, баскетбол, лыжные гонки, ага. Күрәш бармы? Вот күрәш жоқ шул. Потому что маттар да yok. Шами Урал гына. Не, мен матны таба алырмын сізге. Бармы тренер, юкмы? Үзе тренировать етеді. Мен Давай, мен мат беремін, сіз тренер. Бұлар, Алла бере. Бұла. Арбаштық? Дайгыз. Идите сфотографируйтесь. Болды. Ради Фрич, будущее Башкортостана и формируется в таких школах? Конечно, конечно. Ну, наши дети, они светлые, хорошие, умные, вот, патриотичные. Еще один объект в деревне Мудакаево Учелинского района – местный клуб. О том, что в селе Ради Хабиров молва уже разнеслась, и руководители региона у клуба ждали. Мен досым тұрабет енді. Рахмет. Тегі заман сөз бергенім, юбилейға қатам деп, сонда келіпсік маны. Вилдан ағай да бізні құрмат етәбіз. Міне Ярулин Халид ағай төдіген мәдениет йортына рахым етігіп. Потом в эфире пройдет ваш кусочек. 260 орын. Ете, но Скотлар мында өте енді. сходтар, собраниялар, концерттар, спектакльдар. Шында. Мына Фәрит Фатихулы ярдамында освещениені эшләнеләр беден. Арияқталы бите освещениені эшләнеләр. Хәдер шул крышларны тип, кровляны ала бирһә эшләбез. И асфальтирование клубтың алдында буласак дип. Biz бите кергән сметага. Биге
Қуанып ішлейбет. Мүмкін болар бір күні мүмкін ме? Но біздің тері алтын көп табыла. Илік-иліктен қазірде табылар көрген сол тіклім алтынға бай яқпыз. Ал мұны үз ауыл біздің тұташқа, осы үз ауылдың естінен хаттия асфальт талынып бик зор қауырыс бөлірін. Әгер де соны Внутри деревьев. Үз ауыл тұташқа. Юла шлай к этому. Был урамный. Безнең авыл бай, яшьләр эшсән, халык яман әйбәт. Менә без Мулдакайдың әйбидәре. Без бирешмәйбез. Аллага шөкер, машина гөпелдәтеп бейбез. Район күләмендә йөрибез. Уфа менән менә бездекеләр яшьләр дә йөриләр. Менә һезгә яңа дошман һезеп котлайбыз. Без һезгә проблемалардан беспокоить итмәсбез. Без үзебезнең проблемаларыбызны үзебезнең администрация менән решать итәбез. Һезнең безгә якты идегез, поддержка кирәк булыр. Неожиданная поездка и снова проблемы? Не то, что проблема, это почему все время проблема? Это жизнь, понимаете? Не бывает же так, что везде все сразу есть, оно постепенно должно быть. Это жизнь нормальная, человеческая, люди улыбаются, тем не менее. Дети в школе учатся, вон школа замечательная, в храм ходят люди, бабушки танцуют, поют на этом. Поэтому вот сейчас вот эту улицу, конечно, сделаем. Ради Хабиров решил принять участие в акции «Зеленая Башкирия», которая в этот день проходила по всей республике. И мы отправляемся в лесную зону между селами Ильтибаново и Уразово. Мы начали работу с 2 часов уже. Первые группы волонтеров, которые мы раньше объявили, уже с 11 отработали до обеда, покушали и ушли. А тут уже молодежь. Вы кормили здесь, да? Да, у нас вот полевая кухня стоит, все нормально. Уже третий заход. По республике. По республике. Еще 200 гектаров в лесу только мы сегодня сажаем. Но в этом году больше, чем вот в предыдущем? Однозначно больше и в разы больше. В разы больше. В прошлом году за весь год 50 тысяч мы привлекали. Весна-осень. В этом году, я думаю, за этот день только мы к этой цифре приблизимся. Предлагаю вот здесь начать. Инструктаж, меч колесовый, инструмент такой. Через сколько сажаем? Через 70 сантиметров. Вот отсюда. Так? Прижали. Слушайте, а такие прижимаются, да? И? Так. Вот так. Все. Вот этого достаточно, да? Пробовала. Это сосенки же, да? Это сосенки. Двухлетки, стандартный посадочный материал. Вот, по анализу выживаемости, вот, вы мониторинг ведете предыдущих лет? Средняя приживаемость по республике порядка 78%. Ну вот достигает 2-3 метров, 50% достигает? 50 это нормативно. Это нормативно, да? То есть 4000 мы сажаем, при возрасту перевода должно быть 2200. Если меньше, мы не принимаем это. Должны что-то посадочный материал есть? Да. Главное, чтобы не загнулось. Все достаточно. Трудоемкий процесс, как ни крути. Раис Фаридович, вы ставили на форуме в Карайделе задачи по лесовосстановлению. Да. Процесс идет? Идет. Да. Потом фото Ой, не затопчите. Что-то они мне все ждали. У нас будет фото. Именно лед. Но мы вовремя сажаем. Нормально. Если вот еще дожди пойдут, вообще будет отлично. Сверху еще дождем притопчет. Мы с главой сегодня вот 5 деревьев посадили, да? Ради Фаридович, в этом году лесники посадят 30 миллионов вот таких саженцев в лесном фонде. У нас? У нас в республике. Это вот 30 миллионов штук. Я правильно понимаю, что воспроизведение лесов у нас идет опережающими темпами, чем потребление леса? Да, в связи с тем, что расчет более того, что мы все-таки убираем в больше, довольно много лиственного леса, а мы сажаем, соответственно, все-таки сосны. 94% посаженного лесного фонда в прошлом году были хозяйственно ценные породы сосны и ели. То есть, вот, то есть мы как раз именно по сути... Омоложением леса занимаемся и хозяйственно ценными породами. 94% посаженного лесного фонда в прошлом году были хозяйственно ценные породы сосны и ели. То есть мы как раз именно по сути... Омоложением леса занимаемся и хозяйственно ценными породами.
Вот по То есть прошлому... экономика, она Да. какая? По прошлому году вырубили 13 503 гектара сплошными рубками. В этом году план посадки 13 500. Да, и мы, то есть, чтобы вот молодежь же стоит, дети стоят, чтобы не говорили, что мы им пустые или остаем, в пустыне оставляем, мы леса оставляем. Процесс долгий, нужно понимать. Вот для того, чтобы под лес перевести, 7 лет нужно, чтобы 1,30 м набрали. Возраст трубки сосны 81 год. Да, 200-летию республики будет 100-летней вот сосны. так вот получается. Ну что, давай молодежь отпускать будем. Давайте сфотографируем. Вот там. Радик Фаридович, не могу не спросить. Вот гора-то она, историческая гора, очень известная. Какова перспектива развития туризма? Вот я как раз бы, вот знаете, вот ту часть не хотел трогать. Вот она для нас дорога. Вот это сложный вопрос. Я бы лично не хотел, чтобы она стала местом такого постоянного там пребывания большого количества людей. Ее побережем, это наш символ. Вот посмотрите, вот как нам говорят, посмотрите, Монблан, Памир, Эльбрус, вон у нас все свое есть. Еремель? Да, Еремель. Поездка в Учелинский район оправдала, либо, может быть, не оправдала ваши надежды? Знаете, я хотел, конечно, побольше поработать. Обычно я, когда в район проезжаю, я побольше вникаю, посещаю предприятия. У меня должна была быть встреча с бизнесом, но сегодня немножко такая получилась общественно-политическая поездка. И я говорил, я к другу к личному заехал все-таки, раз оказался к маме его, вернее, не к нему, а маму поздравить с большим юбилеем. Поэтому мало времени. Поэтому, конечно, есть вопросы, которые еще хотел бы я покопаться в этом районе. Ну, не последний раз же приезжаю. Вот. Ну, а в целом настроение, конечно, хорошее. Сегодня хорошая акция. Вот. У нас же встреча все сегодня была и политическая, поэтому вот так вот. Ну что ж, домой? Домой, все, спасибо. Спасибо.